Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. 12 августа исполнилось 8 лет со дня осуществления вооруженными силами Абхазии военной операции по освобождению Кадурского ущелья. О том, какие последствия имела эта операция в геополитическом и экономическом плане для нашей республики, мы обсудим с нашим гостем в студии сразу после обзора наиболее интересных событий нынешней августовской недели. Эрик Хажба продолжит выпуск. 8 августа в Абхазии вспоминали жертв грузинской агрессии против Южной Осетии. В этот день, 8 лет назад, грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. Жертвами этой войны стали сотни мирных жителей. По случаю годовщины трагических событий президент Абхазии Рауль Хаджима направил телеграмму на имя президента Южной Осетии Леонида Тибилова. В этот же день президент Абхазии посетил посольство Южной Осетии в Сухуми, чтобы почтить память погибших от рук грузинских агрессоров мирных жителей, защитников Цхинвала и российских миротворцев. В посольство Южной Осетии в Сухуми пришли также премьер-министр Беслан Барцис, члены правительства, послы России и Приднестровья Семен Григорьев и Гарри Купалба. Глава правительства Беслан Барцис поручил администрации Тхварчала вместе с экологами выбрать новые насаждения для улицы Арзенба в городе Тхварчал. Премьер-министр поручил главе района во взаимодействии с экологической службой выбрать вид растений и высадить их сразу же по завершении строительных работ. Решение должно быть принято с учетом мнения жителей Тхварчала. Российское отделение Всемирной организации писателей учредил литературную премию имени Фазиля Искандера. Премия будет вручаться в 3 номинациях – проза, поэзия и киносценарий по произведениям Искандера. Цель премии – увековечить память выдающегося русского и абхазского писателя, а также напомнить новым поколениям литераторов об искандеровских традициях добра, человечности, щедрого юмора и красоты, подчеркнули в центре. На театральной площади столицы открылась экспозиция 15-летнего фотохудожника Арсения Чакмач. На суд зрителей были выставлены более 60 фоторабот юного автора. В основном это фотографии природы, друзей художника, случайных знакомых, прохожих, просто интересных персонажей. Работы Арсения Чакмач в основном известны по социальным сетям. Выставить свои фото в Сухуми юному дарованию помогли сотрудники магазина «30 секунд». 9 августа президент Абхазии Рауль Хаджима принял ректора театрального института имени Бориса Щукина, народного артиста России Евгения Князева, который рассказал об успехах абхазских студентов, уже второй год обучающихся в театральном институте. По словам ректора, он не сомневается, что все ребята по окончании учебы станут успешными артистами и смогут внести свой вклад в развитие театрального искусства республики. Рауль Хаджима поблагодарил Евгения Князева и педагогов театрального института за обучение будущих абхазских актеров и режиссеров. Без театра, наверное, все-таки трудно жить. Не сомневаюсь в том, что наши люди действительно хотят многих и многих постановок, хотят видеть их, слышать. И сегодня я надеюсь на то, что наряду с нашими уже известными маститыми, как говорится, артистами, актерами и руководителями этих театров. Все-таки это поколение уже будет вливаться в работу. Президент также отметил, что знает об успехе спектакля «Царь Эдип» в Греции в постановке Евгения Князева и выразил надежду, что спектакль смогут увидеть и абхазские зрители. 9 августа в информагентстве «Апснепресс» прошла пресс-конференция министра здравоохранения Андзора Гоова. Он рассказал о перспективах развития отрасли, в том числе о закупке оборудования для больниц республики по инвестпрограмме. Новым оборудованием будут оснащены лечебные учреждения, которые ранее были отремонтированы при российской финансовой помощи. Это республиканская и Гудауцкая больницы, психиатрическая больница, туберкулезные и онкологические диспансеры. Ремонт Тхварчалской и детской больниц Сухума будет включен в расходную часть бюджета 2017 года. 9 августа православная церковь отметила День памяти одного из самых почитаемых святых, целителя Пантелеймона. Святой великомученик является главным покровителем всех врачей и больных. На Ваафонском монастыре святого апостола имени Симона Канонита прошла праздничная литургия. Главный собор посвящен святому великомученику Пантелеймону, ведь именно он, так же как и Симон Канонит, является покровителем монастыря. Исторически на Святой горе Афон в Греции
в монастыре, который носит также название святого Пантелеймона, главный соборный храм посвящен святому великомученику Пантелеймону. И когда 100 с лишним лет тому назад монахи этого монастыря прибыли сюда и построили вот этот великолепный монастырь, главный собор, в котором мы сейчас находимся, это соборный храм, он также был посвящен святому великомученику Пантелеймону. В жизни нашего монастыря мы получаем многочисленные свидетельства от людей, которые посещают наш монастырь, в том, что просьбы, которые они оставляют на молитвенное возношение святому Пантелеймону, они все получают на них ответы. Мы все просим святого Пантелеймона, чтобы он в своих молитвах перед Богом просил и обращался к Господу за мир на нашей земле, о взаимопонимании нашего народа и о скорейшем воцарении мира среди наших людей. Президент Рауль Хаджима провел рабочее совещание с участием руководителей силовых структур, посвященное вопросам улучшения криминогенной ситуации в республике. В частности, обсуждался вопрос поиска пропавшей без вести гражданки Ирины Дочия. Глава государства поручил активизировать работу по данному делу и систематически докладывать ему о ходе расследования. Также президент поручил подготовить предложение по усилению мер ответственности за вождение автотранспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 10 августа президент Рауль Хаджима посетил виноградники компании «Вина и воды Абхазии» в Гуларибском районе и осмотрел молодые насаждения различных сортов винограда. Виноградники в селе Кацикот были заложены еще в 2014 году. Сейчас на 2 плантациях по 50 гектаров произрастает сорт Изабелла. Рауль Хаджима осмотрел цеха предприятия, ознакомился с процессом приготовления вина. Плановая загрузка завода до 5 миллионов бутылок в год. Президент остался доволен параметрами производства. Впечатления самые лучшие. И вы сами тоже видели количество плантаций, ухоженность этих плантаций какова. И те, кто работают там, говорили о тех возможностях, которые предоставлены руководством этого предприятия. Заработные платы достигают 40-45 тысяч, 30 тысяч. Предприятие, которое мы с вами сейчас просмотрели, на самом высоком технологическом уровне. Все эти вот работы, которые сегодня проводятся, вызывают только большое удовлетворение. И хотелось бы, чтобы таких предприятий, таких возможностей было бы в Абхазии больше. 10 августа премьер-министр Абхазии Беслан Барцис провел совещание с участием глав различных отделов администрации столицы и депутатов городского собрания Сухума по скорейшему устранению последствий наводнения. Для оперативной ликвидации результатов разгула стихии было решено подключить спецтехнику различных госкомпаний. Также глава правительства поручил дополнительно привлечь к работе пожарные машины Министерства по чрезвычайным ситуациям. В Абхазии начались выплаты надбавок за 2015 год пенсионерам, получающим только абхазскую пенсию. В общей сложности более 5000 пенсионеров повышены пенсии по 10 категориям, в том числе по возрасту, за выслугу лет, инвалиды труда 1, 2, 3 групп, инвалиды детства 1 и 2 групп, круглые сироты, шахтеры и получающие социальную пенсию, а также имеющие почетные звания народной и заслуженной. Выплата надбавок за 2015 год осуществляется единовременно при российской финансовой помощи. Для того, чтобы получить надбавку, необходимо заполнить анкету в районных управлениях соцобеспечения и указать в ней, что пенсионер не получает пенсию других государств. Надбавка к пенсии выплачивается только за 2015 год. Повышенная же пенсия за 2016 год пока не выдается. Предполагается, что ее будут выплачивать за счет республиканского бюджета, в отличие от надбавки, выплачиваемой за счет российской помощи. 11 августа около десятка машин Министерства по чрезвычайным ситуациям вышли на очистку от мусора и ила наиболее пострадавших от наводнения участков города. Улицы Лакова, Базинская, Иналыпа, Воронова, Сахарова, Айдгалера мыли с помощью пожарной спецтехники. Большую помощь в уборке улиц оказывали военнослужащие Министерства обороны Абхазии. Все улицы были разделены по секторам для удобства уборки. На наиболее загрязненных участках работали сразу несколько машин.
8 лет назад вооруженные силы Абхазии начали операцию по вытеснению грузинских войск из Кадорского ущелья. В течение нескольких дней был установлен контроль над восточной частью ущелья. В Кадорском ущелье был поднят абхазский флаг. Военная операция была полностью разработана и осуществлена абхазскими военными. Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. И как следствие, 26 августа Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Премьер-министр Абхазии Беслан Барсыз встретился с выпускниками пограничных институтов ФСБ России, приступившими к службе в рядах пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Абхазии. 8 офицеров стали новыми сотрудниками пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Премьер-министр Беслан Барсыз поздравил офицеров и отметил, что сотрудники погрануправления находятся на передовой по защите безопасности Абхазии. Начальник погрануправления Дмитрий Юдин пожелал новому офицерскому составу достойного выполнения возложенных задач на благо двух дружественных государств. На проспекте Ардзенба в Кварчале приступили к укладке первого слоя асфальта. Работы проводятся в рамках инвестпрограммы. Общая сметная стоимость работ, укладка асфальта и тротуарных плит, установка бордюров – около 15 миллионов рублей. Работы проводятся госкомпанией «Абхазавтодор» и «Кварчалстрой». 12 августа – годовщина проведения вооруженными силами Республики Абхазия военной операции по освобождению Кадорского ущелья от грузинских войск. Как замысливалась и как воплощалась данная операция и какое значение она имела в конечном итоге для нашей республики, мы обсудим с нашим гостем, генерал-майором Вооруженных сил Абхазии в отставке Гарри Купалба. Здравствуйте, Гарри Сергеевич. Здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашей студии. И перед началом нашей беседы я бы хотела предложить вашему вниманию сюжет, который подготовила наш корреспондент Рената Шакая о Кадорской операции. Пожалуйста. Операция по освобождению Кадорского ущелья была одним из эпизодов пятидневной августовской войны 2008 года. Она была разработана и осуществлена абхазскими военными. Специалисты военного дела в один голос утверждают, что успех Кадорской операции был в ее тщательной подготовке. Главная задача операции – избежать людских потерь, и этого удалось достичь. 12 августа 2008 года Абхазия начала операцию по вытеснению грузинских войск из Кадорского ущелья. В 6 часов утра подразделения вооруженных сил Абхазии перешли в наступление. До этого в течение 2 дней абхазские военно-воздушные силы и артиллерия наносили ракетно-бомбовые удары по военным объектам в верхней части Кадорского ущелья. Тем временем в приграничных с Грузией районах Абхазии было введено военное положение на 10 дней. В наступлении участвовали подразделения регулярных войск и резервисты вооруженных сил страны. В 9 часов утра штурмовая авиация Абхазии нанесла удар по укрепленному пункту в районе Ажара, в верхней части Кадорского ущелья. И уже буквально через несколько часов абхазские вооруженные силы разбили группировку сил Грузии в опорном пункте Ажара и взяли грузинские подразделения в кольцо. Пятидневная война в Южной Осетии имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. И как следствие, 26 августа Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Рената Шакая, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Гарри Сергеевич, вот только что мы посмотрели с вами сюжет, и мне очень интересно ваше вот такое экспертное мнение. Говорил автор о том, что эта операция имела геополитическое, экономическое и иное значение для нашей республики. И в этой связи хотелось бы узнать, какое именно, вот что после этого изменилось? Вы знаете, если бы не было операции в августе 2008 года, сегодня Абхазия, наверное, еще не была бы признана республикой. Мы сегодня признаны рядом государств, полноценный субъект, и эта операция позволила сегодня нам уже говорить на равных со многими государствами. То есть это, конечно, затрагивает и экономическую сторону существования нашей страны. Ну, безусловно, без экономической составляющей государство и не может существовать, конечно же, и экономическая составляющая, но прежде всего это, конечно, была политическая составляющая. Вы знаете, когда закончилась Отечественная война 1993 года, верхняя часть Кадорского ущелья все оставалось в руках грузинских оккупационных войск. Московское соглашение 1994 года предусматривало расположение в этой части миротворческих подразделений. И поэтому мы в верхнюю часть Кадорского ущелья не могли никак попасть.
В обществе были ряд настроений, особенно у большей части населения, те, кто потеряли своих детей, говорили, когда же в конце концов Абхазия будет полностью освобождена, обеспечена территориальная целостность. Были разные попытки, были планы определенные, но выверенный план, первоначальный фактический план по освобождению верхней части Кадорского ущелья был разработан в 2002 году в бытность министром обороны Хаджимба. Но в тот период мы провести операцию не могли, нам мешало Московское соглашение. Помните, наверное, что в 2006 году в верхнюю часть Кадорского ущелья грузинские власти ввели дополнительные силы. В общей сложности в верхней части располагалось одновременно более 3000 человек, вооруженных людей, на вооружении которых находилась тяжелая техника, артиллерийские установки. Мы неоднократно ставили вопрос перед МОНГ, миссией Организации Объединенных Наций, которая работала здесь, ставили на различных встречах до Женевской, сейчас Женевские встречи, еще была Женева-1, Женева-2, вот на этих встречах также мы ставили вопрос о том, что в верхней части Кадорского ущелья не полицейские подразделения, а войсковые подразделения. То есть регулярная армия. Это фактически регулярная армия. И вот после того, как нам удалось все-таки освободить эту часть, мы могли всему мировому сообществу доказать, что да, на самом деле там стояли регулярные войска. Если вернуться к началу, скажите, пожалуйста, кто был автором стратегии вот этой военной операции? Военная операция, которая как бы по военным меркам достаточно уникальна. Вот оцените саму военную операцию и расскажите об ее авторе. В Министерстве обороны один человек никогда ничего не делает. Есть генеральный штаб, есть руководство Министерства обороны. Под руководством министра обороны Мираба Кешмария была спланирована операция задолго еще в 2006 году по освобождению верхней части Кадорского ущелья. Но планы эти корректировались. Вот к 2008 году, к началу 2008 года, когда обстановка вокруг Абхазии начала осложняться, вы помните, что над Абхазией начали летать беспилотные летательные аппараты, которые занимались сбором разведывательной информации о вооруженных силах Абхазии, о его потенциале. К этому времени мы скорректировали свои планы, и в конечном итоге план был следующий. Операция состояла из двух частей. Это первая силовая составляющая и вторая психологическая. Вот вторую часть психологической операции мы никогда не использовали. Мы попробовали использовать опыт других стран, которые проводили аналогичные операции в других странах, и использовать его здесь вот для проведения этой операции. Скажу даже так, многие бывшие военные, бывшие военнослужащие, которые служили в Министерстве обороны, буквально за несколько дней до того, как началась операция, мы проинформировали их, они говорили: да вы что, вы сумасшедшие люди, такую операцию провести невозможно. Я сейчас в деталях не буду об этом говорить, это дело историков, думаю, необходимо вообще проводить какие-то конференции. Вот эта психологическая составляющая этой операции позволила без каких-либо потерь овладеть своей территорией, обеспечить территориальную целостность. Вот этот вопрос был, кстати, очень интересен, очень актуален. Вот действительно, военная операция прошла практически без потерь. Погиб один человек. Со стороны, да, к сожалению, это так и случилось, но все-таки в военном смысле это, можно сказать, это бескровная операция. Самые мизерные, да, потери. И в этом смысле хотелось бы узнать, вот как этого удалось достичь? Прежде всего, у нас очень хорошо сработала наша военная разведка. Мы практически знали все о противнике. Мы знали о раскладе сил и средств, мы знали о численном составе, мы знали о командирах, мы знали в каждом подразделении имели мобильные телефоны, да уже нечего скрывать, мы слушали мобильные телефоны, мы знали даже фамилии членов их семей. И в конечном итоге вот эта психологическая составляющая фазы, буквально за 2 дня до операции мы выходили на каких-то командиров грузинских, говорили о том, что мы нанесем бомбовый удар по тому или иному объекту, чтобы они оттуда убрали своих людей. Это было как бы давление на противника. И в конечном итоге, когда первый раз мы это осуществили и был нанесен на самом деле удар,
и объект был уничтожен, началась сильная паника. То есть они поверили, что это не блеф какой-то? Да, конечно. И вот у вас кадры хроники, как раз где сегодня мы с вами смотрели, в населенном пункте Ажара, там это склад боеприпасов, где огромное количество боеприпасов, это на несколько десяток тысяч военнослужащих, там хранились боеприпасы. И когда мы вышли на командование этого подразделения и сказали, что мы нанесем удар, и вы выводите своих людей, конечно, сначала была определенная паника, но в конечном итоге военнослужащие грузинской армии были выведены оттуда. Был нанесен удар, объект был уничтожен. И это позволило в конечном итоге сломить противника. Они начали выходить на свое командование, говорить о том, что мы выведем свои войска. Командование не давало добро на проведение этой операции. Фактически до ночи 11 августа такой команды не было. Они даже договорились до того, что руководство Министерства обороны Абхазии к нам относится лучше, чем руководство Министерства обороны Грузии. Почему это было сделано? Это было сделано прежде всего для того, чтобы мы не имели собственных потерь. Немножко еще предыстории расскажу. О том, что будет развернута операция в Южной Осетии, мы знали. Мы информировали МОНГ, мы информировали, конечно, мы информировали в первую очередь свое руководство страны. Наше руководство страны, президент Багапш, имел постоянную связь с президентом какой-то, обменивались и закрытой информацией. В конечном итоге 5 августа в Абхазию приехал военный атташе посольства США, который встречался с министром обороны Абхазии. Об этом тоже практически мало говорили. Был очень долгий разговор, и военный атташе был проинформирован о том, что мы знаем о планах грузин, о том, что в Южной Осетию будут введены войска. Откровенно говоря, он признал это. И мы обратно-таки выходили на руководство Южной Осетии, говорили с ними, за день говорили, за 2 дня говорили. У нас эти контакты позволяли в режиме реального времени обмениваться информацией. Когда все было готово, когда уже начался обстрел города, откровенно говоря, защитники Осетии надеялись, что удалось предотвратить. Было, помните, заявление Саакашвили по телевидению, что они не будут применять силу и что ничего этого не будет. Но все равно был нанесен, конечно, удар. Когда все это началось, мы находились в постоянной боевой готовности. Президент фактически ночевал в Министерстве обороны, и во время заседания военного совета были определены какие-то сроки начала операции в верхней части Кадорского ущелья. И будем говорить, сроки были очень ограничены. Предлагалось, что мы должны были начать 9 числа. Министр обороны, поговорив со своим штабом, поговорив со своим руководством, сказал о том, что 9 числа реально провести эту операцию не представится возможным. Почему? Потому что линия обороны противника была сильно укреплена. Мы знали о тех планах, еще раз говорю, которые были у грузин. Если абхазская сторона начала бы проведение операции, они бы как бы открыли коридор, куда мы вошли бы, мы ввели бы большое количество наших войск. Потом этот коридор был бы закрыт, и начался бы массовый обстрел наших подразделений. Об этом знал, конечно, и министр, и знали руководство Министерства обороны. Министр обороны настоял на том, что операция будет проводиться именно 12 августа. Мы к 12 уже фактически должны были провести вот ту составляющую, вторую часть составляющую, психологическую часть этой операции. Давление на министра обороны было очень сильное. Не только президент давил, конечно, потому что ему нужно было выполнить задачу, сроки ограничены были. Было уже подписано фактически соглашение Медведева-Саркози, и 13 числа уже все боевые действия должны были быть закончены. И Мераб Кишмария смог настоять на своем, и в конечном итоге мы начали именно военную уже силовую часть 12 числа. И к исходу 12 числа мы вышли на государственную границу без потерь, грузинские подразделения были выведены.
частично. Часть подразделения еще были в горах. Они уходили более 10 дней. Мы проводили потом зачистки определенные. И в конечном итоге операция была успешно выполнена. Вы говорили о том, как сработала разведка, как грузины, как их там руководство, да, их начальство военное позволило, так можно сказать, хозяйничать абхазской разведке вот, во время того, как готовилась эта операция. Вы знаете, она не позволяла хозяйничать, так нельзя сказать, но за вот тот период времени все-таки и в войну, и послевоенный период органы военной разведки, Министерство обороны, они набрали очень хороший опыт службы. И шла интенсивная подготовка кадров, подготовка специалистов, которая позволила нам отработать, именно разведчикам отработать хорошо. Хочу сказать, что и противник работал хорошо. Вот когда те документы трофейные, которые мы смогли захватить в верхней части Кадорского ущелья, полностью территория Абхазии была разбита на квадраты, и по каждому квадрату было определено войсковое подразделение. И они, как вот мы знали, так и они знали, кто там живет, телефоны наши знали, видеосъемка, вот, вернее, космическая съемка была, потом съемка беспилотными летательными аппаратами, агентурная работа, которую они проводили. Поэтому сегодня говорят, что мы лучше работали, или кто-то хуже работал. Мы сработали на опережение. И это позволило нам в этой ситуации выйти. Если бы, вот скажем, операция началась бы не 12 числа, и не было бы второй части психологической составляющей этой операции, потери были бы, конечно, большие. И мне сейчас сложно говорить о итогах, сослагательного сейчас наклонения мы не будем. Операция могла и захлебнуться, потому что там было такое количество вооружений и техники, которые, особенно в горных условиях, сложно было сразу сломать. Какие еще подразделения, какие части еще участвовали в Кадорской операции? Значит, в Кадорской операции участвовали в первую очередь, конечно, резервисты, которые имели большой опыт. Мы все эти годы проводили интенсивную работу с резервными подразделениями. Каждое резервное подразделение, оно знало также свою задачу, свой участок. И имела там конверт, в конверте был расписан план действия. Кроме этого, практически все подразделения вооруженных сил были подключены к этой операции. Вот, скажем, резервная армия – это одно, а кадровая армия – это другое. Кадровая армия поставили задачу «есть, так точно» и пошел. А резервист, он еще может, понимаете, засомневаться. Вот давайте мы, вот были разговоры о том, что давайте мы спланируем там, дайте нам время, мы вот сами хотим здесь что-то доработать, вот вы нам дали план действий, а мы считаем, что вот по этому плану, если мы не по этому, а по-другому и так далее. Если бы мы начали бы торговаться там с кем-то и согласовывать свой план с каждым из командиров резервных подразделений, конечно, этого всего не было бы. Армия есть армия, и армия должна выполнять строго те боевые приказы и наставления, которые имеются. Были разведчики, были инженера, это саперы, которые должны были, в первую очередь идут разведчики и саперы. Вот за день до того, как началась операция, вот тоже в сюжете говорилось о том, что наша авиация отработала там какие-то подразделения и так далее. Весь перед линией обороны противника мы по возможности, конечно, закидали бомбами, были нанесены ракетно-бомбовые удары. Почему? Для того, чтобы управляемые минные поля, которые существовали там, нужно было уничтожить. Там как бы ни было, противник отходит, не отходит, противник заминировал, он создал линию обороны, он должен применить, во-первых, чтобы себя защитить. А когда мы смогли полностью ликвидировать, вот, скажем, инженерные сооружения, тогда как раз и позволило бесперебойно туда накачивать наши войска.
Успех Кадурской операции – это заслуга только абхазских военных, так я понимаю? Или все-таки какое-то участие принимали российские инструкторы в этом деле? Вы знаете, часто почему-то в средствах массовой информации говорят о каких-то российских инструкторах. Ни в Отечественную войну, ни сейчас никаких российских инструкторов не было. В Отечественную войну были офицеры, в прошлом служившие, скажем, в российской армии, которые уже уволились, они приходили добровольцами. Сегодня в наших подразделениях служат граждане российской в прошлом. И сегодня не отказываются от гражданства. Они принимали гражданство Абхазии по закону о гражданстве. И эти люди проходили у нас службу. Те, которые уже закончили службу там. Да, они нам помогали где-то. Но полностью операцию мы проводили сами. Что нам помогало? Помогал ли, скажем, российский фактор принуждение к миру, ту операцию, которую проводила российская армия? Да, конечно, помогала. Основные силы были оттянуты в Осетии. Грузинские подразделения войсковые сюда попасть не могли. Территория, просто мы не вошли в Западную Грузию, мы могли спокойно маршем дойти до Кутаиси, и никакого сопротивления мы не получили бы. Какие-то добровольческие формирования и так далее доходили до Синаки. В Синаки была построена современнейшая база, построена американцами. И полностью Синаки было напичкано современным американским оружием. Хотел бы сказать, в верхней части Кадурского ущелья, когда я был в одном из передовых подразделений, и когда мы вышли на базовый лагерь, мы обнаружили посередине этого базового лагеря груду сожженного оружия. Было сожжено только американское оружие. Ни один советский автомат или там российское оружие не было сожжено. Они стояли в ящиках, почему-то их не тронули. Вывести не могли, а уничтожить даже они, я не знаю, почему они не уничтожили. А приказ был уничтожить американское оружие. С другой стороны, почему? В феврале месяце 2008 года мы имели информацию о том, что то вооружение и та инфраструктура, которая американская, попадала в Грузию, частично расхищалась. Она продавалась другим странам. Мы об этом корреспондентам средств массовой информации говорили. И когда операция началась, конечно же, нужно было уничтожить это оружие, чтобы невозможно было каким-то образом посчитать. Мы взяли в качестве трофеев американских патронов более 15 миллионов. Вот представьте, это не маленькая цифра. И большое количество стрелкового оружия. Гаубицы мы взяли минометы. Минометы там были европейского производства, оружие европейского производства. Грузия снабжалась полностью европейцами, американцами в этот период, хотя шел переговорный процесс. МОНГ работал, якобы. Но при всем том, в этой части такая милитаризация была, что сегодня постфактум просто можно констатировать. Вы говорили о том, что какие-то наши подразделения там дошли до Синаки. Это, знаете, какие-то добровольцы самостоятельно, они сами добирались. Команды такой не было. Вооруженные силы Абхазии границу не переходили. Скажу другое. Когда 5 августа состоялась встреча с военным атташе США, мы предупредили. Если грузинская сторона начнет боевые операции в верхней части, в Осетии, то мы введем свои войска, согласно договоренности с осетинами, введем в Грузию, что с Московского соглашения мы выйдем. Мы на следующий день после этой встречи было интервью президента Абхазии, он повторил то же самое. И фактически был объявлен приказ, и по телевизору, кадрах хроники многие видели, как бронетанковые подразделения Абхазии подошли к государственной границе. Но переходить государственную границу не было необходимости. В случае необходимости мы перешли бы.
Спасибо. Я бы хотела узнать о личном вашем участии в этой операции, кем вы тогда являлись. Шел я рядовым бойцом, был заместителем министра обороны, и с одним из подразделений передовых я выходил на государственную границу. То есть вы все это воочию сами видели и сейчас можете все это оценить? Вы знаете, это моя точка зрения. Здесь, может быть, ее можно считать как экспертной точкой зрения, но это моя точка зрения. На одно и то же событие всегда бывает много мнений и экспертных мнений. Поэтому думаю, что вообще имеет смысл как-то провести круглый стол или вообще конференцию по этому событию. После окончания в 2009 году мы провели такую небольшую конференцию через год, но не о всех вопросах мы говорили. А сегодня уже реально можно говорить открыто о многих вопросах. Секреты уже ушли. Спасибо, я вас благодарю за участие в нашей передаче. Было очень интересное интервью, много нового для себя узнала. Спасибо вам и всего доброго. Самого доброго. Спасибо. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем нашей программы был генерал-майор Вооруженных сил Республики Абхазия в отставке Гарри Купалба. А теперь к другим новостям. 14 августа в Абхазии отмечают День памяти защитников Отечества. В этот день, в 1992 году, в Абхазию вошли войска Государственного совета Грузии. По официальной версии Тбилиси, войска были введены якобы для охраны железной дороги на участке Псоу-Ингур. Верховный совет Абхазии расценил действия Госсовета Грузии как подготовленную оккупацию территории суверенной Абхазии. После ввода грузинских войск завязалось вооруженное противостояние, переросшее в Отечественную войну народа Абхазии. Боевые действия длились 413 дней и завершились поражением грузинских вооруженных сил. В той войне с абхазской стороны участвовали до 12 тысяч человек. Ее жертвами стали более 2700 человек. Более 5000 человек получили ранения. 14 августа в 12:00 будет объявлена минута памяти. 13 августа в городе Очимчира на базе Очимчирской школы-интерната начнет свою работу военно-спортивный лагерь для детей «Юный патриот». В лагерь приедут любознательные ребята в возрасте от 8 до 15 лет. Вместе с детьми из Абхазии здесь будут отдыхать ребята из Республики Южная Осетия и из Карачаево-Черкесии. Дети будут учиться плаванию, танцам, их ждут экскурсии на озеро Рица в Сухумский ботанический сад. В гости к ребятам будут приходить известные и популярные граждане нашей страны. К примеру, одним из гостей этого лагеря станет вратарь абхазской сборной по футболу Алексей Бондаренко. Также ребята встретятся с министром образования и науки Адгуром Какоба, министром обороны Мирабом Кешмарием, героями Абхазии, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Дети примут участие в военно-патриотических играх и викторинах. Лагерь закроется 24 августа, а 23 августа дети продемонстрируют то, чему научились за 2 недели. Сюжет о работе лагеря в Очимчире смотрите в наших следующих информационных выпусках. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Я желаю вам всего доброго и до свидания.